Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала. Меня зовут Мама Гуля. Сегодня я записываю первое видео для своего канала. По многочисленным просьбам зрителей канала моей дочери я решила создать свой канал. Я живу в Башкирии. Мне 60 лет, и я воспитываю 2 внуков. Внуки мои сироты. А вообще у меня их 8. 6 внучек и 2 внука. Свое первое видео я хочу посвятить татарское блюдо бак-бәлиш. Я его часто готовлю и заготавливаю впрок. Путем заморозки. У меня 2 морозильника. Я все полуфабрикаты замораживаю там. Для начинки нам понадобится 1,5 килограмма говяжьего фарша. Фарш я сама делаю, магазинный я не люблю. 2 луковицы, 1,5 килограмма картошки и тыкву. Где-то 600-700 грамм. Перец, соль. И у меня есть гусиный топленый жир. Я всегда добавляю для начинки гусиный жир. Протираю через терку. Где-то 100 грамм. Так-то я по рецепту не пользуюсь. У меня как глаз алмаз. Я всегда стараюсь без рецепта. А если нету жира топленого гусиного, то я добавляю сливочное масло. Это вкуснее будет. Нарезаю луковицы, 2 луковицы. А еще я люблю во время работы песни петь. Почему, не знаю. Это, конечно, для себя. Şeledir ova gümüş su, gümüş sular ova kuşları soyrı. Тыква у меня пахнет дыней. Обожаю тыкву. С запахом дыни. И детям тоже очень нравится. Оставила семена. В этом году тоже буду сажать именно этот сорт. Сорт дынный. У меня хотя огород маленький, но у меня в огороде все растет. И хватает нам на всю зиму и на лето. Добавляю соль. Примерно столько. Переборщить не будем соль. И перец. У меня перец очень хороший, душистый. Все это хорошенько перемешиваем до однородной массы. Запах перца очень вкусно. Люблю перец. Ароматный такой. Настоящий. Все, вот начинка готова. Теперь возьмемся за тесто. Сейчас покажу, как я тесто делаю. Для теста я обычно беру теплую воду, где-то пол-литра. Добавляю пол-литра молока. У меня молоко козье. Можно любое молоко. Добавляю столовую ложку соли.
Где-то вот так. И у меня маргарин. Пышка 250 грамм, одна пачка. 2 пачки маргарина. Это 500 грамм. Еще добавляю сюда чайную ложку соды. Жидген şişemelere yüzük soladım, yüzük soladım. Не очень жесткое тесто надо делать. Мягкое прямо. Не совсем уж мягкое. Сейчас я вам покажу, до какой кондиции. Консистенции. Жидген yıldızı görüp olsun deyip can koy canım olsun. Я не могу вам сказать, сколько муки надо добавить. Мука разная. Поэтому вот смотрим. Муку обязательно надо перед приготовлением просеивать хорошенько, чтобы она была комнатной температуры, мука, чтобы холодной не было. Olsuna kuvansın, vəğdələrine bulat, vəğdələrine bulat, qolasın deyip. Jidgen şişemelerinin dolu bügüle, dolu bügüle. Ekren iskene şeyge, jillerige. Все у меня. Тесто отлипается от руки. Все хорошо. Вот видите, тесто мягкое, пышное, прямо прелесть. Так и охота трогать. Ой, прелесть, а не тесто. Люблю тестом заниматься и баловать своих внуков, семью. У меня семья до чего привыкли кушать вот такие мучные продукты. Если они один раз в день не кушают мучное что-то, хотя они кушают и котлеты, и суп, и всего. И первый, и второй. Но если мучные один раз в день не кушают, они у меня голодные. Сейчас раскатаем. Мне 60 лет, но я еще работаю. Я работаю в пищевой промышленности, где готовят там, где производят около 40 видов печенья, баурсак, чак-чак и разных полуфабрикатов. Я там работаю завскладом. Работа мне очень нравится. Ну, тяжело работать, конечно. Потому что у меня еще внуки, надо с ними заниматься. Они ходят у меня в баскетбол, самбой занимаются.
Уроки надо после работы проверять у них. Одежду надо приготовить каждый день чистые. Гладить. Им очень много внимания надо. Да и дома сколько дел много. И на работе очень много дел. Но я стараюсь, я духом не падаю. Мне очень нравится моя работа. Я не жалуюсь ни на что. Я не бедствую, я хорошо живу, хорошо зарабатываю. Скоро весна, огород начнется, моя слабость, цветы мои любимые. У меня уже рассады есть. Очень люблю весну. Вот такие кружочки нарезаем. Это у меня от кастрюли очень удобно. Приспособилась. Начинка наша, вкусняшка. Вот так примерно накладываем. Мои внуки очень любят мои выпечки. Я в магазине всего сладкого не очень стараюсь покупать, потому что там натурального ничего нету. А так все у меня натуральное. Мясо я покупаю на рынке. Сама фарш делаю. Домашнее у меня все. Вот такой у нас вакбалиш. Вот. Вот так. Кто как, может, делает, а я делаю так. У каждого свой рецепт, у каждого своя форма. Я привыкла так. У меня родители так делали, бабушки, прабабушки так делали. Как меня они научили, так и я делаю. И дети мои делают так, как я делаю. У меня зятю Андрею очень нравятся вот такие выпечки. Он хвалит, кушает. А мне это очень нравится, когда зятья хвалят, кушают мои выпечки. Вот так все делаю я. Кому как, кому нравится, может, кому нет. У всех по-разному, у всех свой вкус. Но у меня всегда вот так. Вот. Быстро и вкусно. Тесто очень хорошее. Мягкое, нежное. Вот видите, как все быстро. По-быстрому у меня все. Вот у меня как получается. Потом я буду замораживать. А когда мне надо, я возьму, да быстренько поставлю в духовку. 40-45 минут у меня все готово. Я когда с работы прихожу, я не думаю, что бы мне приготовить. Кроме борщов, кроме супов, кроме... Второе, у меня обязательно выпечка всегда есть. Также голубцы делаю, замораживаю. Манты все. Пельмени делаем, замораживаем. Когда бульон дома есть, все быстренько и все прекрасно. Иногда бывает, я допоздна работаю, до 7, до полвосьмого, до 8. Поэтому я не переживаю, что мне приехать и что-то готовить сейчас. Я знаю, что у меня то-то, то-то есть в морозильнике.
Есть бульон, например, пельмени закидала, все, семья сыта. Сейчас дома хорошо. Для молодых тоже хорошо, я думаю. Раньше мы печку топили, дров заготавливали, золу вытаскивали, пыль везде. А сейчас газовое отопление у нас, духовка, пожалуйста, газовая. Можно всего печь, лишь бы были продукты. Вот так. Посудомойка моет, стиралка стирает. Сейчас туалет и ванную, хотя мы в деревне живем. Дома у нас есть, у нас все условия. Но без бани мы не можем жить. У нас баня отличная, большая. Веников заготавливаем с разными травами, матрешкой там. Люблю деревню. Я город не люблю. Почему, не знаю. Я родилась в деревне, поэтому, что ли, не знаю. Мне в городах, хотя там это везде развлечения разные есть, кафе можно сходить, кино, театр. Ничего не люблю. После работы мне нравится дома находиться. Если у меня есть лишнее время, я вяжу. Я вяжу пуховые платки, носки, варежки детям. Это для меня удовольствие. По театрам я не хожу. И ни разу не была за всю свою жизнь. И не мечтаю. Очень редко концерт хожу. Татарские, красивые. Я обожаю татарские спектакли. Я люблю, конечно, изредка ходить на концерты. Хотя, когда мои любимые артистки приезжают. Я и сама люблю петь, но для себя. Я не актриса, ничто, никто. Но для себя я люблю петь. Когда работы делаю, что-то делаю, я всегда пою. Когда коз выхожу доить, я песни пою. У меня козы поднимают голову и слушают меня. Мои зрители они. И куры смотрят, слушают меня. Когда я цветы поливаю, растения свои поливаю, я песни пою. Они как будто меня слушают, а я их слушаю. Я утром встаю, очень рано летом. Встаю где-то около 5, может 6 часу, когда как. Я выхожу в огород и начинаю нюхать все цветы, все листки. Мне это очень нравится и радует, что я в деревне живу, а не в городе. У нас не шумно в деревне. Мне вот это нравится. Еще моя улица находится там, чуть-чуть на окраине. И не в середине, не в центре, и не совсем на окраине. Рядом школа есть, больница, дом культуры тоже не очень далеко. Но моя улица мне нравится. У нас тихо, у меня и соседи тихие. У меня очень добрые соседи. Я с ними всю жизнь прожила. Мы друг другу помогаем. У нас 6 лет тому назад молодожены заселились. Сейчас у них 3 детей. Тоже очень хорошие соседи. Так что мне с соседями очень повезло. Скоро весна. Начнутся дела в огороде. Цыплят бройлеров возьмем. Будем растить. Козы у меня есть дойные. Вот все, я занимаюсь ними.
с внуками, с козами, цыплятами, огородом. Не приходится сложа руки сидеть. И болеть мне некогда, поэтому. И коронавируса я не боюсь. Ничего я не боюсь. Многие затариваются. Гречки, макароны, туалетную бумагу. А я нет. У меня в подвале все свое. Соленье, варенье там. У меня в погребе картошка, морковь, свекла. Всего там много. А муки там, крупы я оптовым сразу закупаю. Мне на пару месяцев всегда хватает. Я не хожу каждый день по магазинам. А когда я на пенсии сидела, вот не работала, как на пенсию пошла, через год я не работала. Я сидела там почти 4 года, я сидела на пенсии. Я не работала, я пекла свой хлеб. На хмелю. Караваи, очень вкусные. Я вам покажу, как печется хлеб, как закваска ставится. Очень ароматный, полезный хлеб на хмелю. А сейчас мне некогда, пока я работаю, мне некогда. Но как-нибудь один выходной я вам покажу. Для этого надо целый день, время. Почти целый день надо готовить хлеб домашний на хмелю. Поэтому выходные только я могу. Они у меня очень вкусные получаются. Пышные, ароматные. Дети обожают. Я сама люблю свой хлеб, поэтому, наверное, я пышная. А сейчас пока магазины покупаем. Тоже у нас хлеб вкусно пекут. Не жалуемся. Молоко у меня свое, у меня свои козы. Творог свой. Яблоки нарезаю на зиму. В морозильник ставлю на пироги, на компоты. Есть у меня специальная сушилка для фруктов. Сушу тоже на компот. Вишни у меня есть. Малины. Клубника. Черешня. Сливы черные. Терн. Крыжовник. Смородина черная. Красная смородина. Вот я заготавливаю. Консервирую на зиму. Помидоры и огурцы это само собой заготавливаем. В деревне, если даже зарплаты нет, да, можно прожить, я думаю. Лишь бы не лениться. Все можно производить. Своими руками все делать. Обожаю свой огород. Мне очень нравится работать. Мне очень нравится заготавливать борщи, все. Рассольник, солянку. Я все сама делаю. Делаю из свежих тоже борщи. Из свежих овощей. И консервирую борщ, рассольник, щи. Когда хочу из консервации варю, когда хочу из свежих овощей готовлю тоже борщи. Когда как захочется. Вот так я много-много делаю, замораживаю.
Зато у меня всегда есть в морозильнике что-то. Когда гости приходят, пока болтаешь, пока что-то делаешь, вытаскиваешь с холодильника, с морозильника, в духовку, пельмени или что-то есть, бульон всегда мясной. Пельмени хоть кидай, хоть манты, хоть чего. Без проблем. Очень удобно. Я привыкла так жить. Не знаю, кому как, но я привыкла так жить. Поэтому, когда гости, я не переживаю. У меня есть чем-то угостить их. Вот и налепила своих баляшей. Сейчас противень поставлю в печь. Остальные заморожу. В морозильник засуну. 40-45 минут печь в духовке. Жидген шиширмелерге жиде улак жиде улак шелетер шелетер ага кемеш су кемеш суларога кышлары сайрый шулы шақылары да бигрәк шулы шақылары да